Стайлз, какого черта ты делаешь? Ты не отвечал на мои звонки. Почему у тебя бита? Я думал, это хищник. Я что? Слушай, я знаю, уже поздно, но ты должен это услышать. Я видел, как мой папа уходил 20 минут назад на вызов. Они задействовали каждого офицера и даже полицию штата. Для чего? 2 бегуна нашли тело в лесу. Мертвое тело? Нет, водяное тело. Да, тупица, мертвое тело. Ты имеешь в виду убийство? Еще никто не знает. Знаю только, что это была девушка, около 20 лет. Подожди, если они нашли тело, тогда чего они ищут? Это лучшая часть. Они нашли только половину. Мы идем. Заповедник Бикон-Хиллз. После наступления темноты проход закрыт. Мы серьезно делаем это? Ты все время ноешь, что в этом городе ничего не случается. Я пытался хорошо выспаться перед завтрашней тренировкой. Потому что сидеть на скамейке — такое изнурительное занятие. Нет, потому что я играю в этом году. Фактически, я создаю первую линию. Вот молодец. У каждого должна быть мечта, даже жалостно нереалистичная. Просто из любопытства. Какую часть тела мы ищем? И я даже не думал об этом. И что, если убийца до сих пор все еще здесь? Об этом я тоже не думал. Это успокаивает, знать, что ты продумал все с твоим обычным вниманием к деталям. Я знаю. Может быть, тяжелый астматик должен держать фонарик, а? Пошли. Стайлз! Подожди! Стайлз! Стайлз! Держи его! Подожди, подожди! Этот маленький преступник принадлежит мне. Пап, как дела? Так ты подслушиваешь мои телефонные звонки? Нет? Не те, что скучные. Ну, где твой, как обычно, соучастник в преступлении? Кто, Скотт? Скотт дома. Он сказал, что хочет выспаться перед первым днем в школе. Здесь только я. В лесу. Один. Скотт, ты здесь? Скотт! Так, молодой человек, я собираюсь проводить тебя до твоей машины, и затем мы поговорим о том, что называется вторжение в личную жизнь.
Волчонок.